Профессиональный праздник отметили судебные приставы. Служба появилась в России 156 лет назад. Особенности профессии, а также результаты деятельности обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня с нами главный судебный пристав по Республике Башкортостан Ильнур Махмутов. Ильнур Анварович, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, с праздником поздравляем Спасибо. в вашем лице всех, кто работает в службе судебных приставов. Расскажите, пожалуйста, какие основные приоритеты деятельности ставит служба сегодня перед собой, да, и какой вклад внесли ветераны? Конечно же, приоритеты остаются те же самые. Это обеспечение исполнения решений судов, обеспечение безопасности судебных процессов, защита прав и интересов наших граждан, в том числе как взыскателей, так и должников. Приоритеты тут никак не поменялись. Может быть, поменялись какие-то методы работы. Если говорить про наших ветеранов, конечно, в этом году мы празднуем этот день, опять-таки, в период действия определенных коронавирусных ограничений. К сожалению, большому не сможем личным, скажем, посещением поздравить их, поэтому, пользуясь случаем, конечно, поздравляю всех наших ветеранов. Их у нас очень много с этим праздником. Желаем крепкого здоровья. Они действительно, если даже отличается наша работа от той работы, которую они проводили, принципами, подходами, какими-то новыми технологиями, это совершенно разные теперь работы, и скорость, и другие объемы работы совершенно разные. Но все-таки это те люди, которые заложили основы всей нашей успешной деятельности. Это те люди, которые создали определенные традиции, воспитали не одно поколение новых руководителей. Поэтому, конечно, мы им благодарны за эту работу и всегда их поздравляем, всегда желаем им крепкого здоровья. В чем заключаются заложенные традиции? Это чтение законов, это чтение уважения к нашим гражданам, к их правам, к их обязанностям. И, конечно же, добросовестное отношение к своей собственной профессии, выбранной профессии. Она очень тяжелая, сложная, но опять-таки благодаря вот таким примерам, которые мы знаем, да, как я могу назвать таких людей, как Каскинбаев Аслам Калыч, это начальник Белорецкого межрайонного отделения, наши начальники Олег Газян Саитов, он многие годы возглавлял наше подразделение в Шаранском отделе, Резля Бектимировна Назмудинова, несменный начальник нашего подразделения в Октябрьский городском отделении. Вот такие люди воспитали очень много людей, и, соответственно, вот эти традиции передаются из поколения в поколение. Им огромное спасибо. Те, кто планирует связать свою жизнь со службой судебных приставов и прийти работать в ваше ведомство, какие слова можете сказать вы им, да, и какой коллектив их встретит? Надо, конечно, крепко подумать перед тем, как выбирать эту профессию. Она очень сложная, тяжелая, непростая. Да, может быть, определенный статус, определенные возможности для развития карьерной. Это все всегда пожалуйста, но все-таки надо очень крепко подумать. Потому что нам нужны профессионалы, во-первых, очень чуткие к людским вот этим невзгодам, проблемам, да, но при этом принципиально выполняющие свои поставленные задачи. Это непросто. Давайте перейдем к обсуждению результатов деятельности за 10 месяцев 2021 года. Какие основные результаты и что находится в числе топовых проблем и топовых задач? Да. Проблемы, связанные с коронавирусом, конечно же, складываются там определенные результаты, мы тоже их ощущаем. Мы до 1 июля не могли, в принципе, полноценно работать на территории, хотя это не помешало нам, скажем так, поднять эффективность своей собственной деятельности. В сравнении с прошлым годом мы окончили на 27% производств больше, это больше миллиона исполнительных производств. Напомню, что у нас на территории находится порядка почти 3 миллиона исполнительных производств на исполнение было за эти 9 месяцев. Взыскали порядка 13 миллиардов рублей невзысканной задолженности, это в пользу бюджета, организаций и, конечно же, физических лиц граждан. Это на 25% больше, чем было годом ранее. И вот такая картина наблюдается практически по всем категориям исполнительных производств. И все установленные прогнозные показатели, определенные KPI, так называемые, правительством Российской Федерации, они, естественно, в этом году у нас выполняются на 100% в эти 9 месяцев. Надеюсь, что мы этот год закончим хорошо. Конечно, приоритеты те же самые. Естественно, нам необходимо в этот период очень аккуратно работать с населением, пытаться все-таки добиться добровольного исполнения ряда судебных решений, а где это не получается, при этом есть необходимость принять определенные санкции, мы, конечно, их применим. Вот за 9 месяцев мы арестовали имущество порядка на 14 миллиардов рублей, из них 520 миллионов рублей уже продано, возвращено в виде денег, еще 250 миллионов это как имущество передано в счет погашения задолженности. Конечно, приоритеты остаются в взыскании элементных платежей, это задолженности по линии ЖКХ и все остальные категории производства. Ну и понятно, что мы не только занимаемся взысканием, мы обеспечиваем безопасность наших процессов, судебных процессов, обеспечиваем доставление лиц, которые уклоняются от явки в суд приводом. Эта работа, естественно, будет продолжена. Мы здесь не расслабляемся ни в коем случае. Вы сказали, что больше обработано исполнительных производств. Что за этим ростом показателя, да, стоит?
Каким образом удалось? Нам, знаете как, вот с 1 июля мы начали активно работать на территории, обошли порядка 100 тысяч адресов. Для чего это было сделано? До 1 июля этой возможности у нас не было, соответственно, законом было это запрещено, понятно по каким причинам. Но у нас накопилось очень большое количество производств, по которым необходимо было принять решение об их окончании, в том числе, к сожалению, без исполнения. Есть такая процедура, когда мы на полгода при отсутствии у должника нашего имущества либо иных каких-то доходов обязаны, по сути, принять решение об его окончании без исполнения. Но при этом кредитор имеет право через полгода принести нам этот документ заново, соответственно, процедура заново будет повторяться. Но если ситуация совсем уже плачевная, у должника действительно нет имущества, это дает возможность некоторым из них, особенно это касается кредитов, необеспеченных кредитов, это касается каких-то других задолженностей, объявить себя банкротами. Причем эта процедура теперь бесплатная, она предоставляет через многофункциональные центры при сумме долга от 50 до 500 тысяч рублей. Поэтому мы в этот период, соответственно, принимали активное решение по этой категории накопившихся исполнительных производств. Алименты – это очень такая серьезная социальная проблема. Какая картина здесь? Здесь надо, наверное, все-таки говорить о том, что постепенно ситуация по алиментам меняется. Для этого есть три составляющих, три причины основных. Первое, то, что, конечно, мы активно применяем все доступные полномочия в отношении этой указанной категории граждан. Это, естественно, ограничение соответствующих прав, классическая работа по аресту имущества, ограничение выезда за пределы. И, конечно же, если это не позволяет добиться определенного успеха, это административная практика и возбуждение уголовных дел. За этот год мы возбудили порядка 3000 административных дел по статье 535.1 КУАП Российской Федерации, порядка 1400 уголовных дел, в том числе в отношении тех же самых граждан. Но есть другая категория, которую мы тоже всегда помним, знаем, это порядка 15% всех должников, которые, к большому сожалению, без какой-то посторонней помощи со стороны государства не смогут, даже при наличии таких вот жестких привлечений к ответственности, жестких каких-то реакций, самостоятельно платить алименты. Это те люди, которым требуется определенная помощь, поддержка, мы эту помощь тоже оказываем. То есть их переучиваем, где-то лечим от определенных зависимостей, трудоустраиваем. Таким способом мы с начала года порядка 80 человек таким способом вернули в строй, и, соответственно, они начали самостоятельно платить алименты. Ну и третья часть, это, конечно, поддержка, огромная поддержка государства тем неполным семьям, которые по определенным причинам не могут получить алименты. Это, скажем, в период, когда человек не трудоустроен, либо он действительно там привлечен уже к ответственности, либо находится в розыске. В этой ситуации государство оказывает реально хорошую помощь, и пособие действительно там серьезное. Если сумма, скажем, доходов этой неполной семье ниже прожиточного минимума. Стало ли меньше или больше должников по алиментам? Их стало меньше. Мы каждый год добиваемся того, что все-таки количество этих должников уменьшается. Вот в этом году за 9 месяцев количество сократилось на 200. Это по количеству исполнительных производств. И при этом сумма долга снизилась почти на 300 миллионов рублей. За 9 месяцев этого года мы взыскали порядка 400 миллионов рублей задолженности по алиментам. Это огромная сумма для нашего региона. Ильнур Анварович, нарушение прав граждан при взыскании долгов по исполнению решений суда, да, вот как сотрудничаете с работодателями, банками, коллекторами, в идеале как должна выглядеть схема, да, и чаще всего где происходит нарушение? Ну, если касаться работы коллекторов, понятно, что у них есть определенные цели, иногда идущие вразрез с целями и нормативно-правовыми документами Российской Федерации. Это, конечно, касается ситуации, когда они начинают нарушать права граждан, беспокоить их в неположенное по закону определенное время, либо это касается нарушения прав и интересов третьих совершенно лиц. В этой части мы, конечно, видели бы идеальную схему, когда работа этих организаций строилась бы путем такого належащего, грамотного, правильного уведомления. У нас есть такие примеры, когда после длительных таких процедур привлечения к ответственности, проверки и так далее, одна очень серьезная федеральная структура коллекторская полностью поменяла весь свой бизнес-процесс и практически перестала контактировать с населением, работать через нашу службу, либо путем такого корректного, очень грамотного уведомления о наличии долга, предлагая какие-то варианты по реструктуризации этих долгов, предлагая какие-то иные варианты для того, чтобы все-таки это было взаимовыгодное решение по оплате долгов. И эта компания абсолютно легально и вполне успешно до сих пор работает на этом рынке. И мы хотели бы, конечно, видеть, что все остальные наши участники этого рынка работали по той же самой схеме. Конечно, мы это будем прикладывать особые усилия. У нас есть теперь полномочия определенные, рассматривать самостоятельно административные дела. Вот за этот год у нас поступило порядка 630 таких обращений, которые касались нарушений прав заявителей наших граждан. Не всегда, конечно, эти данные подтверждаются. Дело в том, что некоторые люди действительно реально ошибаются в оценке тех или иных действий,
действительно, что коллекторские организации имеют право взаимодействовать, но там есть определенные такие строго ограниченные правила. Вот, поэтому 80 фактов таких подтвердилось, и по ним мы приняли решение о возбуждении административных дел. Порядка 4 миллионов рублей штрафов наложено в отношении этих организаций. Они практически все взысканы. И это очень хороший результат. Мы пока на нашей территории не видим каких-то грубых, прям серьезных нарушений прав наших граждан. Это очень важный момент. Это очень важный момент, совершенно правильно. Ильнур Анварович, мы вернемся, 156 лет отметила служба судебных приставов, да, но если смотреть завтра, то видите, да, будут ли какие-то изменения по работе судебных приставов, ну и что останется традиционным? Я уже говорил, что та работа, которую проводил пристав-исполнитель, когда наши ветераны, уважаемые, работали, еще начинали только эту работу, она в корне отличается от работы, которую даже сейчас мы делаем. Это в первую очередь касается электронного документооборота. Мы сейчас порядка 60% всех документов исполнительных получаем в электронном формате. Это и мировые судьи, это, естественно, налоговые органы, это органы ГИБДД, это все документы, которые поступают только в электронном формате. У нас там бумага практически не ходит. Следующий этап с 2022 года, со следующего года, это полный переход, по сути, к цифровому исполнительному производству. Есть такой соответствующий суперсервис создаваемый, это соответствующая очень серьезная государственная программа, и мы в нее в активной фазе входим. И вся работа пристава в взаимоотношении с населением будет происходить, по сути, через единый портал госуслуг. Уже сейчас, с начала года, мы работаем в пилотном проекте, и любой наш гражданин, который является либо должником, либо взыскателем, имеет возможность в абсолютно таком почти онлайн-режиме отслеживать ход исполнительного производства. Туда поступают все исполнительные решения, да, которые принимает пристав-исполнитель. Вот с начала пилотного проекта мы посчитали, где-то 68 миллионов документов поступило в личные кабинеты наших граждан. По сути, это избавляет необходимости посещения наших подразделений, избавляет необходимости спрашивать, что же происходит по производству. Вы это видите в реальном времени, соответственно, имеете право, возможность, самое главное, вовремя на эту ситуацию реагировать, то есть написать обращение, заявление, ходатайство, даже жалобу. И она причем рассматривается в такие сокращенные сроки. Мы, конечно, всем нашим гражданам рекомендуем пользоваться этими услугами, смотреть, часто заглядывать в личный кабинет в едином портале госуслуг. Это очень удобно для всех. И для нашей службы, конечно же, и для наших граждан удобный сервис. И за это будущее. Самое главное, на каких скоростях мы теперь уже все живем. Поэтому нужно следить за всеми новшествами, чтобы успевать. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был главный судебный пристав по Республике Башкортостан Ильнур Махмутов. И мы говорили о том, что 1 ноября работники ведомства отметили свой профессиональный праздник. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.